Пассажирка, утро, 400 рублей и сраный заказ, так скажем. Во-первых, на Заволге это пиздец какой огромный минус. Во-вторых, я опаздываю. Мы успеем? Блять, я ебу, это утро. Вот мы приехали к 8 утра. 8 утра у меня автобус. Я говорю, я поеду так, как правила предписывают, так мы и поедем. Блять, если тебе надо на автобус, утро, ты собираешься, и какого хуя я должен торопиться, скажи мне. Я еду вот как еду, и все. Успеваем. Нет, пиздец, значит, не твой автобус, на следующем поедешь. Какие проблемы, вообще не пойму таких пассажиров. Выходи раньше, вызывай раньше такси. В чем проблема-то? Никаких проблем нету. А мне нахуя торопиться, блядь? Заказ стоит 400 рублей, блядь. Я что тут, блядь? За $1 000 000 еду или что? Короче, да вообще не важно, как едешь, блядь. Главное, чтобы ты ехал, блядь, по правилам. То есть, нахера мне суетиться, торопиться что-то? Ради чего? Ситуация разная бывает. Короче, как-то так. Всем здорово. Как обычно, комфорт и комфорт плюс. Город Ярославль. Погнали зарабатывать бабки. Звать меня Денис. Пацаны, не забываем подписаться. Очень прошу всех в каждом выпуске своем. Подпишитесь, ребят, на канал. Поставьте лайк. Вообще мотивация сумасшедшая, когда подписываетесь. Давайте, пацаны, вперед. Погнали. Подписываться, а мы погнали бабки зарабатывать. Офигеть. Пассажирка пошла. Заказ вот такой вот. Завершаем. Плюс 169 рублей. Хоть как-то так. Там, на Москву тысячелетие, который за Волги. В сторону Заволги как раз таки фура горела. Не знаю, это на видео видно, нет. Выгорела вся пробка в обе стороны, огромнейшая. Едут там еще еще скорая и еще одна машина пожарников. И их нифига там не пропускает. Но как там пропустишь? Там пробище такая плотная, что хрен его подвинешь, короче. Не знаю, как там это все, когда это рассосется. Так, мы у Металлпрофа. Сейчас мы поедем в сторону, наверное, Брагина. У меня сейчас сегодня дела. Надо налоговую сгонять. Это, наверное, ближе к обеду. Короче, как-то так. Заказ пока еще не пришел, следующий. Так что можно никуда не торопиться пока. Так, вот такой заказ. Пассажирка. 274 рубля. У нас следующий там тоже заказик присутствует. Этот был, по-моему, с плюс 20, что ли. Следующий что-то с плюс 10. Короче, КЭФ потух уже. Время 10:30. Работаем. Погнали. С 3-й жилой забираем. 6 минут до подачи. Такие дела. Сегодня вообще как-то не очень. Хотя пятница, не знаю, холодрыга. В принципе, народ должен ехать, но по факту-то что-то как-то все слабо. Вот такой заказ, мы на главном. И я его завершаю. Тут был быстрый пассажир, не особо понятливый мужчина. Короче, он говорит, можно туда-обратно? Я говорю, можно. Он стал точки добавлять. Я ему говорю, не надо ничего добавлять. Я говорю, просто обратно так доедем. Жду его, стою. Так что будет заказик как раз-таки у нас без Яндекса. Как-то так. Так что ждем пассажира.
Побежал туда, что-то какое-то письмо в билетных кассах отправлять. Блин, стою еще, где нельзя стоять. Вон там, видите, какая хуйня висит. А я здесь стою на аварийках. Но я думаю, что, блядь, можно здесь въебаться на штраф. Ну, не знаю как. Ладно. Стоим прям буквально пару минут. Не знаю, куда тут переделаться, перепарковаться. Некуда вообще. Хоть кто-нибудь уехал бы, он из этих бомбил, так скажем. Вот такой заказ. Вот Сауры возьмем. Поехали. А этот закончим. Такие все пассажиры. Вот ценник. И мы у Рояла. Отелла. В отеле, короче. И чё, ну, не особо пассажир. Я говорю, какой у вас снежный этот, как его называют, чемодан. Правда, сами подняли, но я говорю, какой у вас снежный. А чё, снег, ё-моё. Я говорю, я знаю, что снег. Я говорю, можно было бы тряхануть ножки-то маленечко. Такая недовольная вообще просто. Вот. Ну ладно, едем на следующий. Тут близко, 600 метров. Наверное, выполним этот заказ и поедем по делам, съездим. Потом продолжим работать. Вот. Блин, а я думал со свободы, а нифига с победы там надо забирать. Короче, едем. Ой, блин, культуры вождения никакого. Прилетел еще вот такой следующий заказ, тоже там ближней подачи, что там 1,3 километра после того, который я выполнил. Кстати, тот заказ был 136 рублей. Офигеть, Сауры. Ой, короче, катаем шелуху вообще прям один за одним. Вот такие вот заказы. 100, 200, 250. Охренеть просто. Не знаю, чем сегодня заработаем. Расчет может быть вечером, но все-таки пятница. Кто-то куда-то что-то поедет. Считай, я отсрочу, считай, получается, сейчас своими делами. Время, ну, позже закончим, наверное, часам, может, к 9, не знаю, посмотрим. Но если будет продолжаться такая шелуха, прям так не хочется работать, возить такую шелуху. Ну, посмотрим, короче, как будет, так будет. Деньги зарабатывать надо. Как я люблю говорить, деньги сами себя в карман не положат. Поэтому их надо заработать. А еще на предыдущем заказе там не разъехаться было. Все в одну полосу. Долго ковырялись, девушка уже хотела убежать. Дверь открывает, говорит, так, ой, блин, а мне здесь не выйти, а там сугробище огромное. Я говорю, ну, ждите тогда, говорю, сейчас разъедемся. Приедем на место, там выйдете. Вот, ну, потерял минуты, наверное, 3-5 с этими разъездами. Там все прутся, один паркуется непонятно куда, короче. Такое все. Ну, снег, ничего не чищено, нормально-то. Вот, как бы так. Перекресток нам, да. Перекресток, проспект Толбухина, да. Ну, тоже, наверное, какой-нибудь очередной коротыш, 100%, я почему-то уверен. Ладно, посмотрим. Так, ну что, попутный заказик. По делам мы проставились. И едем теперь по своим делам. Погнали после дел. Включимся, как у нас там что сделается, не сделается. Конечно, хотелось, что сделалось. Чтобы домой не ездить, что-то не переделывать. Вот, ладно. Так, что-то у нас там пришло. Поездка не оплачена? Да, поездка не оплачена. Печалька. Ладно, он побезнал уже. Яша оплатит все равно. Все, погнали по делам. Че, вот такой заказ, он пассажир почапал. Быстро мы там управились со своими делами. У нас, кстати, следующий заказ. Отсюда вот что-то там заехать на территорию чего-то. Хуй поймешь, вот такой вот, короче. Сейчас будем разворачиваться. И поедем на заказ. Ну, я так понимаю, что 650 метров до заказа.
ну, близенько. Только, бля, я не помню, почему он по комфорту или по комфорт плюс. Короче, суть не важно. Плюс 130. Поехали, заберем. Посмотрим. Вроде даже к обеду что-то как-то поинтересней стало. Время 1:30. Работаем по-тихой. Красота все-таки, блин, но снега дофига насыпало. Да херищи, я бы сказал. Это неудобство с дорогой, с сужением дороги, так скажем, много о себе дает. Времени теряешь больше на заказы, соответственно, больше бензина тратишь. Я бы не сказал, что намного больше я трачу бензина по расходу, ну, 10 литров расход. 10 с небольшим, 10,5 бывает. Нормально, считаю. В порядке. Ладно, поехали забирать наших драгоценных пассажиров с ихними 1000 просьбами. Пропустит нас, вообще не пропустит, на территории поликлиники нет, потому что там тоже хрен его знает, кто там будет сидеть на вахте, на пропускном, блядь, на шлагбауме. Ну, не часто вовнутрь, кстати, вызывают. Больше у шлагбаумов, да здесь вот с этой стороны. Ой, что-то я не пропустил, да? Ну, бывает, что. Бывает. Как-то так. Ладно, едем. Так, что, жгучий коротыш. Был 5 минут, пока женщина выбиралась у нас с костылем. 312 рублей. На нефтяников. Там, кстати, прилетал следующий заказ по комфорту плюс 150. Потом следующий заказ по К-плюсу плюс 110. И по итогу ни хера ничего нету. Все отменили. То есть, ну, не я, а пассажиры. Что-то им не понравилось. Не знаю, не захотели со мной ехать или ждать не захотели. Один был, кстати, близкой подачи. 1,5 километра, наверное. А второй был 2,2 километра. 2 километра 200 метров. Но по времени там все быстро. Не знаю, чем мне понравилось. Короче, ладно, подождем. Вроде как бы здесь есть немножечко другого цвета. Только выключился. Комфорт плюсик, плюс 120. Не знаю, буду ждать. Нет, едем. Так, ну что, вез врача-кардиолога, прикольная девчонка, ну, молодая, 411 рублей по К-плюсу, причем там же из поликлиники. Это вот она 2 часа сейчас, на 2 часа поехала, точнее, домой, с 14 до 4, не, к 4, ей уже надо быть на другой поликлинике. Она после дежурства, уже на следующее дежурство херачит, короче, ну, работает, говорит, вообще, ну, не вылази, там, сколько-то много дежурств. Фигарит. Как бы, ну, блин, рассказывала. Я охренел. И причем она работает так, на 3 ставки, то есть за троих, там, где-то за одного, где-то за кардиолога, где-то еще за кого-то. И по факту за 3 ставки, то есть человек почти живет на работе, там он на 2 часа домой, говорит, помыться и, говорит, обратно на работу. Она получает около 100 тысяч рублей. То есть, блин, я в ахере был. В ахере. С одной 30, с другой 30, с другой, говорит, 20 там доплачивают. Ну, плюсы и минусы там. Я в шоке. Человек живет на работе, блядь, за 100 тысяч рублей. Ну, как, блядь, несправедливо оплачивают. Ой, ладно, каждому свое. Мчим дальше. Следующий заказ. Ближней подачи. 3 минуты до заказа. Погнали. Так, что, короче, вот такой заказ. Мы в Дубках. Какие-то нищих москвичей привез отдыхать. Даже на чай не оставили. 5 рублей на чай. 895 рублей у них заказ стоит. И они дали 900.
Короче, как-то так. Какие-то еще и с багажом были. Ну ладно, как есть, так есть. Что-то бьет в колеса. Я так думаю, что они грязью забили, снегом, там, льдышками, не знаю чем. Короче, надо где-то самому найти и колеса попробовать помыть. Так, короче, вот такой заказ. 201 рубль. Ну, он быстрый, 7 минут. И мы в космосе. Гостиница «Космос». Я выключился сейчас. Не знаю, до дома надо будет, наверное, доехать. По-быстренькому, по делам. И мы продолжим. Не зашибись, здесь сделали, убрали все эти ограничения. Теперь спокойно можно развернуться и заехать, выехать беспроблемно. Раньше было народу, много машин, не развернуться, нифига, ничего. И все огорожено там было. Сейчас все по-человечески сделали. Короче, как-то так. Едем, что, по делам. Никуда не избавишься от этих дел. Все время какие-то дела находятся. Так, пацаны, сегодня уже следующий день. Утро. 8 утра, там, без 5. Короче, вчера там у меня трагедия дома получилась маленькая. Там сын со школы каким-то телкам затесался, сын 10 лет. Поэтому, как бы, ну, пришлось ехать искать. По итогу сам пришел. Смену на том закончил. Вот, как-то так. Извините за рваный, неполноценный, так сказать, ролик. Но вот так как-то вышло. Вот такая цифра получилась вчера за 21 заказ. И сейчас я, наверное, выгружу прямо видос. Ну, доделаю его, состряпаю, так сказать. А сегодня не знаю, полноценный будет ролик или нет, потому что сегодня вроде как бы... Вчера было в планах сегодня съездить в аквапарк, чуть потусить, отдохнуть. Хрен его знает, короче, получится, нет. Съездить и как, что, планы там поменяются, нет. Ну, снимать ролик буду, сейчас выложу этот, да буду снимать вам следующий ролик про наши хрен-поймические цели. Погнали, что? Точнее, куда погнали-то? На этом все. Всем добра, всем пока. И скоро следующий ролик.